К другим новостям. Перечень системообразующих организаций Чувашии расширит на 22 предприятия. Вводятся уточненные критерии для предприятий легкой промышленности, полиграфии и станкостроения. Об этом сообщили сегодня на заседании штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашии в условиях санкционного давления. С подробностями Ольга Алексеева. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, льготные ставки налогообложения, гранты социальным бизнесменам. Все эти меры помогают экономике региона развиваться даже в условиях санкционного давления, отметили участники заседания. Системообразующими организациями республики подано 29 заявок на льготные кредиты. Из них одобрено 12 на общую сумму 5 миллиардов рублей. Фонд развития промышленности Чувашской республики в апреле месяце было принято 3 новые программы, направленные на реализацию импортозамещающих проектов. Это, напомню, программа «Первая пилотная партия», программа НИОКРА и программа «Технологическая документация». Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения ситуация на рынке труда стабильная, соответствует допандемическим значениям. Массовых увольнений работников предприятий не планируется, отметила министр труда Алена Елизарова. На заседании одобрили ее предложение об увеличении размеров ежемесячных компенсаций для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте от 2 до 3 лет. За счет этой организованной работы нам удалось прежде всего, на мой взгляд, достаточно адекватно отреагировать на те вызовы, которые возникали внезапно, неожиданно, из разных сторон. И здесь, несомненно, очень большая заслуга правительства Российской Федерации, которая, став во главе, нас всех очень здорово и организовала, а самое главное, запустила инструменты коммуникации. Также на заседании штаба отметили, благодаря экстренно принятым мерам господдержки организованно прошла посевная. В 2022 году сохранили все действующие формы помощи АПК и добавили еще 15. В 2022 году сохранены все действующие формы господдержки нашей отрасли. Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает 69 направлений господдержки, из них 40 федеральных, 29 республиканских. Обсудили на встрече и то, что за последние 2 недели более чем в 17 раз увеличилось количество кибератак на сайты органов власти республики. Работа по защите интернет-ресурсов тоже ведется. Мы реагируем, мы блокируем IP-адреса, откуда производятся атаки, и блокируем соответствующий трафик. В части мер поддержки для операторов связи мы совместно с органами местного самоуправления и совместно с государственными учреждениями решаем точечно проблемные вопросы, которые связаны с демонтажом базовых станций, оборудованием операторов связи, расположенных на республиканском муниципальном имуществе, и сохраняем возможность этих объектов до конца текущего года. Олег Николаев призвал членов штаба оперативно принимать решения и, если необходимо, чаще встречаться. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.